Москве, в Казани и в сельской глубинке Курбан-Байрам объединяет. Прежде всего мусульман, конечно, но не только. В этом-то и смысл праздника, в том, чтобы стирать границы между людьми, делать их ближе. Неважно, какой ты национальности, профессии, достатка. В этом плане религиозный храм – место идеальное. Здесь все вместе, все рядом. И банкир, и учитель, и обеспеченный, и малоимущий, и профессор, и сельский труженик. Единственное, что в этот раз могло помешать планам татарстанцев отметить Курбан, как полагается, так это пресловутая пандемия. Вирус отступает, но он не ушел окончательно, поэтому есть требования безопасности, которые соблюдать просто необходимо. А так... Мечеть открыта, маску надел, перчатки надел, коврик взял, все, барашки готовы. Еще одно пожелание – все молитвы проводить по возможности на открытом воздухе. А если внутри мечети, то с соблюдением всех норм и правил. А это маска, перчатки, социальная дистанция, ограничение по количеству верующих на единицу площади. Все эти меры были соблюдены в Галеевской мечети, где гаят-намаз совершили вместе с другими прихожанами Рустам Миниханов и Азгат Сафаров. А праздничную проповедь провел муфтий Татарстана Камиль Хазрат Самигулин. Кызганыч, йогышлы шир таралганлыктан быел дин тотучылар хаҗга бара алмадылар. Шулай да әлеге четерекле сынау шартларында Курбан бәйрәменә хас булган шафкатьлелеккә, мехербанлылыкка омтылыш рухы һич кимеми, киресенчә көчәя генә бара. Все в этом мире делается по воле Всевышнего, еще раз напоминали прихожанам имам-хатыбы. И как еще одно доказательство этого, практически идеальная погода во время проведения гаят-намаза. Хотя до этого были не слишком радужные прогнозы, обещали сильный дождь и даже град. Однако имам-хатыб мечети Альт-Марджани Мансур Хазрат Джаляледдин был спокоен. Говорит, на его памяти не было такого, чтобы в гаят-намаз погода портилась. Да, дождь говорили, но я верил, что не будет дождя, и альхамдулилля, дождя верил, что не будет. Потому что, как если вы замечали, всегда погода хорошая. Потом она может портиться. Бог един, Бог один, и все, что говорится в святых писаниях, в других книгах, они, конечно, учат только хорошим, если мы имеем конституцию, которая нам гласит право поведения, а это вот эта конституция нашей души. Курбан-Байрам – один из двух самых главных, самых почитаемых праздников среди мусульман, и в этом году он выпал на 31 июля. Здесь, в мечети Казан-Нуры, он проходит со всеми обычаями, традициями. Конечно, пандемия внесла свои коррективы, запреты, ограничения. Но какой может быть запрет на то, чтобы отметить этот праздник у себя в душе, поделиться светлыми мыслями, добрыми поступками, радостью? В этом и есть глубинный смысл Курбан-Байрам. Душевный такой, вот это объединяет людей. Здесь чувство, совсем хорошее чувство бывает, потому что люди праздничные. Казан-Нуры – одна из тех площадок в день Курбан-Байрам, где духовно ближе к друг другу становятся все. Люди не только разных профессий, но и стран. Вот и гость Казани из Таджикистана, уважаемый Саид Иманхан Эчанов. От Аллаха просить, что все везде спокойно было, везде. Люди друг друга уважали, дружно жили. А это наши братья-мусульмане из Индонезии, студенты Казанского федерального, Фикри Султан и Фики Султан, братья-близнецы. Рассказывают нам, как этот праздник проходит на их родине. Курбан-Байрам похож на Индонезию, тоже как это. В мечети у нас собирается, и там есть намаз вместе. А у нас в Индонезии там 7 раз, да? Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. А здесь, не знаю, там 5. Меньше, да. Доброта и радость, светлые мысли и поступки – вот что нас объединяет в этот светлый праздник Курбан-Байрам. Жертвоприношение – это ритуал, традиция, но главный смысл праздника, конечно, не в этом, вернее, не только в этом. Курбан учит нас быть добрее, благочестивее, а значит, ближе к Аллаху. Праздник учит нас делиться своей радостью прежде всего, но и делиться своим достатком и имуществом с теми, кто в силу разных причин этим достатком не располагает. Радость делиться, что может быть ценнее и приятнее, говорили нам сами мусульмане. Вообще, когда лично возишь, это совсем другое, потому что ты видишь этих людей, видишь их радость тому, что как бы у них появится мясо, потому что видно, что эти люди мясо почти не кушают. Прям даже со слезами на глазах иногда. И вот сам там даже как бы на душе становится такое ощущение, что вот
как бы, неужели есть такие люди? Мы их не видим, потому что они сами не будут просить. Но вот благодаря этим спискам каких-то там в интернете опубликован, ты с этим сталкиваешься и понимаешь, что насколько ты на самом деле как бы в этом мире должен быть благодарен Всевышнему за то, что у тебя есть. Нормальная реакция каждого человека — радоваться больше, чем тот, кому ты оказываешь помощь. Вот это абсолютно нормальная реакция. И особенно это важно чувствовать, когда тяжело. Когда тяжело тебе, что мы можем делать? Мы можем только обратиться к Всевышнему Аллаху за помощью. А как? Только обратив внимание на того, кому еще тяжелее, чем тебе. Поэтому вот если мы всю энергию свою направим на помощь ближнему, то, безусловно, Аллах тоже откроет нам дорогу и начнет оказывать помощь. Конечно, если хочешь прочувствовать настоящий татарский колорит праздника, лучше его встретить с лучами солнца в сельской глубинке. Вот где чтят традиции, передают их из поколения в поколение. Альберт Валидов, хотя давно живет и работает в Казани, Корбан встречает обязательно на малой родине в Атнинском районе. По традиции праздник собирает вместе как минимум 3 поколения Валидовых. И пусть с годами суть Курбан-байрам, его обряды не меняются, от этого он не становится менее значимым, по-домашнему теплым и вкусным. Сначала посещение мечети и намаз, после обязательно праздничный стол, украшением которого станут неизменные татарские блинчики, приготовленные в печи. Мы вот с утра, как мужчины уходят в мечеть, мы начинаем готовить блины к их приходу. А в течение дня уж традиционные татарские блюда: чпшма, кабардма. Часть пойдет как по-татарски ашут карабес, часть как бы нуждающимся, ну, часть соседям, друзьям. И еще одна, можно сказать, святая традиция, и Валидовы следуют ей неукоснительно. Нужно приглашать и угощать в этот день всех – друзей, родственников, соседей, поэтому двери дома держат открытыми. В этом и смысл Корбан. Поэтому, видимо, праздник продолжается не 1 день, а минимум 3 дня, чтобы можно было охватить добрыми помыслами и делами как можно больше людей. Этому способствует и благотворительный фонд «Закят» при Духовном управлении мусульман. В дни Корбан волонтеры фонда раздают жертвенное мясо всем, кто в нем нуждается. Семьи, где воспитываются дети с особенностями, неполные семьи, многодетные семьи, одинокие, пожилые. Одно из наших правил в работе – мы не делим людей по вероисповеданию, по какой-то национальной, конфессиональной принадлежности. Мы стараемся помочь всем, потому что нам всем придется отвечать за эти деяния перед Всевышним Аллахом. Да. Тимур Бекмурзин, Роман Безменов и Андрей Мохов. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.